Селям алейкум, мы с Мазахай на связи. Сегодня я вам расскажу про очень интересное событие, которое состоится в это воскресенье, а именно в музее Золаман, который находится в Симферополе. Откроется персональная выставка фотографа Ривхата Якубова, который является, по сути, свидетелем возвращения крымских татар на свою историческую родину Крым. И он является владельцем абсолютно уникальной коллекции фотографий, в которых запечатлены исторические, не побоюсь этого слова, моменты, которые передают настроение и дух той эпохи. По сути, это наше общее достояние, поэтому обязательно сходите в этот музей. Если не получится прийти на открытие, сходите в другой день, музей работает. Всю необходимую контактную информацию мы оставим в описании к ролику. А сейчас посмотрите короткий сюжет о том, как Ривхат Якубов рассказывает про свои фотографии. Приятного просмотра. Вы каждую фотографию помните? Конечно. Где, вот это что за фотография? Обстоятельствах. Это поселок Молодежный, 91 год. Симферополь. Симферополь. У меня были друзья в Озенбаше. Фамилию, к сожалению, я не помню. Он потом был там главой администрации даже. Вот. Я его спросил, что ты можешь мне интересно предложить для съемок. Он говорит, вот, вы знаете, в Молодежном разгромили там временки, запахали их, прошлись бульдозером. Если вам это интересно, поехали. Вот я приехал и увидел этих мужественных женщин. И тут, возможно, есть кадр, я уже не помню, печатал я его или нет, запаханные остатки временок. Следы от трактора и камни лежат. Но очень решительный взгляд. Вот история этого снимка. Но вот это вот одна из сильнейших работ. Я когда первый раз ее увидел, это Тарахташ, да? А это 90-й год, Тарахташ. Одна из сильнейших работ. Эльвир Аметов тоже приехал, спрашивает, давай подскажи, что мы можем снять. Он говорит, а давай поехали, вот у нас первая могила в Тарахташе. Это ветеран национального движения здесь похоронен. Сейчас я имя не могу вспомнить. Вот. Ему повезло, он умер на родине. Фотография так и называется, умер на родине. Да, это очень сильная работа вообще. Да. Я почему-то так и подумал, что это первая могила. Да, и один из первых снимков, 90-й год. А это Эльвир Агат сидит, да? Месяц. Эльвир Агат сидит. Эльвир Аметов, да. А, вот это я не знал. Вот в этот как раз в ноябре, в октябре 90-го года много хороших кадров мне удалось сделать. Уникально. А поехал-то я не это снимать, я поехал пикет корейский снимать. Увидел по телевизору разгром самостроя крымско-татарского. И информация, значит, вот варвары крымские татары захватили бессовестно участок и напали на местных жителей. И так коварно была организована съемка, снимают не этих, кто нападал, действительно нападал, а защищающихся крымских татар. Там 25 или 30 человек было, и 200 бичей наняли власти, чтобы выгнать крымских татар с этого места, с Кореизна. Ну, такую историю мне рассказали, я не знаю, за достоверность не ручаюсь, но такая история была рассказана. Вот, на них напали, они отбились, там многие пострадали, но они смогли отбиться от этих бичей, от 200 человек.
И когда я это увидел, я решил приехать посмотреть на месте, как это выглядит. Приехал. Значит, они стоят в лагере, готовятся к новой атаке. Штурму. Уже к атаке ОМОНа. И в кустах были видны бронетранспортеры, эти ОМОНовцы ходили. Они срочно огораживали территорию колючей проволокой. И зелок там был трехосный. Срочно его, значит, превратили в броневик, заложили окна, оставили узкие щелочки. Мол, если они попрут, то что, как нам защищаться? Мы на них попрем этим зелком. И вот 3 дня это противостояние продолжалось, и я там 2 дня ночевал. Ну не боялись там находиться? Ну, страшно, конечно. Страшно. Все-таки они отстаивали свою родину, а вы... А эти отставили родину, а я хроникер, я должен правду говорить о том, что тут творится. Причем там Надир Бекиров был и договорился с ребятами, говорит, слушайте, если нападут, вот у вас 2 телохранителя, один берет сумку с аппаратурой и убегает, чтобы не разбили камеру, а отдельно приготовьте отснятые кассеты, другой с пленкой убегает в другую сторону. Все, мы это все разыграли, проверили, как это на деле может выглядеть. И вдруг на 3-й или 4-й день, уже сейчас не помню, говорят, ОМОН разошелся, приглашает активистов пикета Ялтинский горосполком на переговоры. И в этот же день им дали разрешение на первые участки в Караизе. Вот, после этого все успокоилось. Ты куда хочешь меня спрашивать? Я говорю, ну вот хотелось бы мне... Ну вообще у меня, говорю, основные друзья в Карасу-Базаре, Талет Ильясов, и в Судаке Эльвир Аметов. Я в основном в этих регионах больше всего снимаю. Меня посадили на машину, вечером переехали, и я попадаю на свадьбу. Это Кукос. Меня прямо на свадьбу привезли. Не предупреждали, ничего. А что, говорит, тебя все равно надо вечером где-то покормить, давай заедем на свадьбу. Заехали, на мое счастье, я сделал хороший кадр. Мне очень этот кадр самому нравится. Да. И я еще и не видел ведь эти традиции, не знал, что надо с деньгами выходить. Вот этот кадр появился. А вон тот вот медресе, это Зенжилой медресе, я так понимаю, в углу который. Вон он. Ага, это в 91 году уже я приехал. А нет, это в мае 90-го года. Первый раз я приехал. И тоже пришел на пикет. Бахчисарай был около Ленина. Там вот эта фотография у нас тут есть. Вот это 9 мая 90-го года. Меня привели на этот пикет. Так сразу и не узнаешь Бахчисарай. Да. Я начал снимать. Меня поймали и сказали, а что ты тут делаешь? Я говорю, вот из Казани, журналист. Мы хотим знать правду о том, что здесь творится. Вот с этого вообще началась моя съемка в Крыму. Первая. Это самая первая съемка. 90-й год, да. Вот это один из самых первых. Вот это, да? Да. Ну и так пошло-поехало. А почему в Крым решили приехать? А? Почему в Крым? Ну, видимо, просто любопытство разбирало, что такое крымские татары. И вообще у меня как раз за год до этого была выставка в Швеции по казанским татарам. И там
пришло из 80 татар, живущих в Швеции, 60 пришли на мою выставку. А выставка называлась «Жизнь в татарской деревне». Пришли, и среди них оказался один меховой фабрикант. Вот уже начал забывать имена. Ну, каждый день же не говорите об этом, поэтому... Ну, короче, он говорит, а чего вы одних казанских татар снимаете? Вот здесь среди нас есть крымские, сибирские, астраханские. Татарский мир гораздо шире, чем вы себе представляете. Если вы соберете выставку и предложите ее нам, я берусь финансировать этот проект. Мало того, я берусь финансировать издание альбома «Татары в СССР», условно так называют. Вот тогда-то у меня зародилась мысль объехать всех татар. И в первую очередь кто? На слуху крымские татары. А уж когда приехал и увидел, что это за народ, я понял, что вот оно, возрождение. Рифат, вот про эту картину расскажите, вот дети с этими сюрканами, это просто тоже наше детство так же проходило. Где вы ее сделали? Это 90-й год, 91-й год. Точно? Даже вот этот юркан красный был, 100%. Это 91-й год, я приехал в мае месяце, еще одного фотографа с собой притащил, Зафара Баширова. Вот, и мы в Бахчисарай, 6-й микрорайон, ходили, снимали вот такие вещи. Ну, как народ обустраивается, времянки. Вот этот снимок где-то в мае 91-го года сделан. А вам эта девочка не обращалась? А? К вам эта девочка не обращалась? Нет. Она, наверное, сейчас уже взрослая? Нет. Она там играла поблизости, застеснялась и, видимо, решила спрятаться от незнакомых дядей. Да не спрятаться. Вот так вот залазили вот сюда и вот так бегали туда-сюда под одеялом. Это игра такая была. Вот там же я познакомился, у меня хороший друг Муса Татаров. Мы с ним до сих пор общаемся. И приезжая каждый раз, я в Бахчисарае вот начинал с него. Он показывал, что можно снимать. Ну, рекомендовал, вернее, что там происходит. Ориентировал. А это что за джами? Это где? Уже я переехал в Крым. Это, наверное, 93-й год. В 92-м году пикетом крымские татары стояли. Это старая мечеть 16 века, Тараптарская. Там было общежитие, рабочее общежитие совхоза «Судак». Вот. Старики, молодые, стояли в пикете. У меня есть кадры из пикета. Оно было все... Мечеть была вся перестроена, ну, под временное жилище, под комнатки общежитские. Да. Вот. И в 93-м году, видимо, они уже добились того, что эту мечеть передали религиозной общине. И вот активисты начали с расчистки, и когда все расчистили, первый намаз в этой мечети, как раз приехало несколько турков, священнослужителей. Это вот самый молодой мулла был среди них. И он первый вагаз. Вагаз у вас тоже? Как? Вагаз. Это что? Вагаз – это на религиозном языке. Ну вот, обычно читает молитву, а потом какие-то наставления делают. Это... У казанских татар это называется вагаз. Хутба. Хутба после молитвенной. Это и перед молитвой, может быть, и после молитвы. Ну, насколько я знаю, хутба называется. Хутба. Да. Ну, обычно после джума намаза идет хутба, то есть когда религиозные служители рассказывают про какие-то вещи, то есть, ну, как бы... Да, наверное, это хутба. Наставление. Хутба и есть. Это тоже 90-й год.
Это что за башташ? Есть такой Шевкет. Ибраим. Это наш село Тарахташ, ой, Кутлах. Шевкет Ибраимов. Низами Ибраимов. Есть Низами. И его брат Шевкет. Мгм. В то время Шевкет был инициативником таким крупным. И мы пошли по селу. Он говорит, хочешь покажу безобразие и кощунство? Хочу, говорю, пошли. Зашли в один двор, вот смотри, говорит, из могильных камней сделали ступеньки. Мизар Ташлар. А это Это что за человек? Ну, это в Бахчисарае, в старом это городе. Занджерлы Медресе. Мгм. Тоже он... Там еще это был какой-то пристрой психушки. Ну, это психушка Рядом была. была психушка. И это пациент там гулял рядом. Пациент психушки. Очень он хорошо встал в нужном месте. Еще такой Вся взгляд, да? композиция так выстроилась, что вытолкнула его из кадра. И получился интересный снимок. По-моему, в этот же день снятый вот тот кадр. Либо я могу путать. Это который в этом, Тоже в вот шапке? Занджерлы Ага. Медресе, да. То, что вы уже говорили, рассказывали. Да. Это, у этого человека даже он однажды пригласил к себе один раз я ночевал у него. Это семья. Вообще встречали везде очень доброжелательно. Одна выставка у меня была в Казани из этих работ. Потом ее пригласили в музей искусств народов Востока. Там она экспонирует, в Москве. Это снять или фотограф пока? А? Это снять совсем? Нет, пусть пока висит. Ага. Это целый блок будет, Да. посвященный архитектуре крымско-татарской. Поначалу первые дни возвращения, первый блок. По хронологии, да, вы хотите? По хронологии. А мне так выставки и назывались «Хроника возвращения». Давай, чтобы он это все видел. Вот этот кадр тоже говорит, совершенно случайно, говорит, вот сфотографировал Хурултай, и вот Эльмира Т. сидит. Он говорит, это не специально, чисто так вот случайно, это до знакомства еще. Да, Рихвадара? А? Вот это я говорю, еще до знакомства. Да. Июнь 91-го года. Салам алейкум. Первый кадр я снимал зал. И вообще с Эльмирой не был знаком. А это, оказывается, через полгода уже была моя жена. Держи, я должен Вот он, первый посетитель. Это уже, это стройка будет блок. Вот приехали, протестуем, добиваемся. Ну что ж, вот такое вот видео. Кто хочет лично познакомиться с Рифхата, конечно же, стоит вам посетить открытие выставки. И вообще я рекомендую вам лично убедиться, лично посмотреть на эти фотографии. Многие из них абсолютно уникальны и вызывают просто мурашки по телу.
Это я вам гарантирую. И я уверен, что вы точно узнаете себя в этих фотографиях. Поэтому обязательно сходите, смотрите, интересуйтесь и до новых встреч.